И еще о спорте. В Сыктывкаре завершился 9-й открытый кубок по бодибилдингу. В нескольких номинациях турнира участвовали спортсмены из Коми и Кировской области. Судьи оценивали фигуру, рельеф мышц и пропорции спортсменов. Если мы берем номинацию бодибилдинг, то, конечно же, тут должно быть сочетание мышечной массы, рельефа и эстетики. Когда эти все факторы дают наилучшую совокупность, тот и выигрывает, без изъянов. В некоторых номинациях предусмотрена свободная презентация. Культуристы показали зрителям собственную программу. Свободная презентация. Поддержим, дорогие друзья. Больше мероприятия шумов в зале. Спасибо. Изюминкой турнира стали женские выступления представительницы слабого пола. Хотя вряд ли кто сможет назвать этих дам слабыми, разыграли медали в нескольких номинациях: фитнес-бикини, боди-фитнес. Для новичков отдельная категория. Эмоции колоссальные, потому что мы новички, и есть куда стремиться, и мы на позитиве. В номинации «Фитнес-бикини» среди дебютанток первой стала Кристина Паршакова, среди мастеров Екатерина Смирнова. В номинации «Боди-фитнес» первое место у Надежды Куликовой. В классическом бодибилдинге золото досталось Илье Гарбузову. Среди мастеров старше 40 лет победил Дмитрий Максимов. В категории «Пляжный бодибилдинг» лучшим оказался Михаил Агарков. В той же категории первой фитнес-моделью признали Наталью Михайлову. Следующий крупный турнир пройдет с 22 по 25 апреля в Краснодаре. Бодибилдеры Коми примут участие в Кубке России. Ну а подробнее о том, как прошел турнир, смотрите в эфире Юргана в четверг в 19:15 в программе «Здоровье. Сила. Красота».